день, уважаемый. Ространснадзор вас беспокоит, ждали маршрутных инспекторов. Это утро для водителей пассажирского транспорта явно было недобрым. Лицензию, свидетельство на маршрут, все проверяют досконально. А почему карта у вас не оригинал, а копию вам выдают? Не знаете? Страховочка есть пассажирам? Предъявите, пожалуйста. У этого водителя, как, впрочем, и многих других, отсутствует тахограф. Это прибор обязательный для каждого перевозчика. Он автоматически регистрирует и хранит данные скорости и других работ в случае проверки надзорными органами. На сегодняшний день вы без тахографа не имеете права выезжать на линию. Это нарушение статьи 11.23. Машину ближе поставьте и пройдите к нам в машину. Разговор короткий. Против перевозчиков составляют протоколы и выписывают штрафы. За промахи водителя пассажирам приходится ждать. Проверяющие специально выбрали время час пик, чтобы не упустить никого. На работу из-за рейда пришлось опоздать многим. Сиденье ждет, хоть марлат счет. Соблюдать до 10 хожешь с транспортом законодательство соблюдать должен аряхта группа жирш. Ценякта должен халтуади авашаки там ди цбахан цадло ота низам тады скяхта црбоху цмашин должен хам нисхалды захани цда хакулуж банах халхрч ве элч легкого машин цхо вима цваги у пассажирский чипхит сагвалаж мотик нислове цбахан из зулм духахлар кирмон дары тахажим чоа бцна проблемах. Что ваша это рука должна кяхта црхам техника црхам цхам нисху должен тахажим дахаж захватахан. Как итог, десятки нарушений. Это только в одном Магасе. Масштабные рейды проходят повсеместно. Их инициировали после недавней рабочей встречи главы Ингушетии с начальником межрегионального территориального управления Ространснадзора по СКФО Дмитрием Кравцовым. Тогда стороны обсудили основные результаты окружного управления и задачи на ближайшую перспективу. Речь зашла об организации в республике автоматических пунктов весогабаритного контроля на федеральных и региональных дорогах. Группа Одайха Уотяй, Малгабек Цак Уотяй, Назрань Цак Уотяй. И по городу Назрань читали группе передвижной. Санметчики лят 30-40 минут платилась, передвигаться даже барик обхватить диан, жнах хайзиан. Под прицелом не только пассажира, но и грузоперевозчики. В регионе Ространснадзором впервые проводится весогабаритный контроль больших грузов. На ФАТ «Кавказ» в районе Сунжи фуры проходят детальную проверку. Транспорт заезжает на специальные весы. Информация в дистанционном формате передается на ноутбук инспектора, а дальше фиксируется допустимость показателей. Ну, смотрите, у нас здесь дорога, осевая нагрузка на нее 11,5 тонн. Это на двускатные колеса, то есть на спарку. Здесь на передней оси у нас односкатное колесо, на нее нагрузка 10 тонн максимальная. То есть она как одиночная ось, есть нагрузки на группу оси, вот конкретно на эту ось нагрузка 10 тонн. То есть здесь пока все нормально. Весогабаритный контроль проводится для сохранности дорог. Понятно, что перегруженное авто давит на асфальт сильнее, чем он способен выдержать. И как итог, трасса разрушается. Также забитый сверх нормы грузовик может представлять угрозу для других участников движения. Поэтому фуры проверяются сразу с двух направлений трассы. Нарушителям применяют штрафные санкции. У нас законодательством предусмотрены соответствующие весовые характеристики, то есть нагрузки на оси, нагрузки по общей массе на транспортный средств, то есть там варьируется очень много нагрузок в зависимости от количества осей, межосевых расстояний и так далее. То есть проводится административное расследование и привлекается к административной ответственности как перевозчик с нарушением, так и грузоотправитель, который загрузил этот груз. Масштабные проверки будут проводить как минимум раз в месяц. До конца 2021 года в Ингушетии запустят свой собственный пункт автоматического весового контроля. А в первом квартале 2022 таких комплексов будет уже 3. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.